Ну а как обезопасить себя от жары, расскажет наш корреспондент Руслан Варламов. В жаркий летний период люди чаще обращаются за медицинской помощью. Увеличивается количество больных с повышенным артериальным давлением, острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда. Как спастись от жары, мы провели небольшой опрос среди горожан. Купаться, возле воды быть, тогда там прохладнее. По теневой стороне ходить надо обязательно. Можно взять с собой кепку или панамку. С мокрой тряпочкой на шее. На речке обычно все. На пляже, на речке. Кондиционер и мороженое. Полегче одеваться, водичку, правда, с собой брать. Рекомендации пожилым людям сидеть дома с 11 до 4. Жаркая погода оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения всех возрастов. Особенно страдают лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые и дети. В частности, наши пациенты с ишемической болезнью сердца, им крайне нежелательно находиться в жаркую погоду под открытым солнцем. Как правило, есть определенные физиологические механизмы, то есть сосуды начинают расширяться, тело пытается как-то больше тепла отдать, включаются определенные механизмы в теле, человек начинает потеть, терять жидкость для того, чтобы поддержать более низкую температуру тела. За счет этого, может нарушаться водно-электролитный баланс. То есть человек теряет не только жидкость, он теряет соли, и в итоге получается, что человек начинает обезвоживаться. Кровь начинает сгущаться, это провоцирует образование тромбов, может быть, ухудшение самочувствия. В жаркий день при физической нагрузке человек теряет от 2 до 4-6 литров жидкости. Повышенное потоотделение может привести к последствиям. В жарких странах считается, что у населения колоссальные железы более развиты, поэтому они меньше всего страдают от повышенной потоотделяемости. А когда, в северных странах, люди в основном страдают от избыточной потливости. И за счет этого они теряют больше жидкости. Если температура больше 30 градусов, то начинается уже повышенное потоотделение. То есть нарушается именно этого процесса, которые могут привести к таким последствиям, как заболевания дыхательной системы, такие как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, и заболевания эндокринной системы, сахарный диабет, зоб, диффузно-токсический зоб. Одним из самых важных моментов профилактики теплового удара является предотвращение обезвоживания организма, а значит, в жару желательно избегать активную физическую нагрузку, а также усиленные занятия спортом и пить как можно больше жидкости. Однако это не должны быть алкогольные напитки, крепкий чай или кофе. Выходя на улицу в знойный день, отдайте предпочтение одежде из легких, желательно натуральных материалов из светлых тонов, а также помните о головном уборе. Руслан Варламов, Джустан Никентьев, Якутск.